Уважаемые женщины города Канаша, мы в больнице проводим акцию против рака молочных желез. У нас работает маммографический кабинет УЗИ-диагностику для выявления раннего рака молочных желез. Хотелось бы напомнить жителям города Канаш и нашим женщинам, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна проходить данные виды исследований. А лучше, чтобы они проходили каждые 3 года. В плане диспансеризации, у нас есть программа диспансеризации, где любая женщина, приходя в нашу больницу, может пройти данный вид обследования. Если есть какие-то проблемы при выявлении, вы можете все обратиться в кабинет онколога, который находится на 3-м этаже поликлиники, в 323-м кабинете. При раннем выявлении рака молочных желез рак излечим. И мы всех вас призываем заботиться о состоянии своего здоровья, своевременно проходить медицинские осмотры и своевременно приходить на медицинские осмотры и приемы к специалистам, врачу-маммологу, онкологу и гинекологу. Сегодня это самый изученный рак молочной железы, и арсенал обследований и лечения имеется максимальное, нежели при каких-либо других раках. Чем опасны наследственные такие раки, у них вероятность заболеть у остальных членов семьи женщин равна практически 80%. То есть, если мы знаем, если вы на учетке знаете семьи, которых более 2 раков молочных желез, это по материнской линии, допустим, да? Там бабушка, мать, у мамы сестры и дети уже. У нас такие семьи в Канаше тоже есть, 3 семьи, где половина семьи заболела раком молочных желез. И вот сейчас недавно приходила женщина, которая обследовалась ежегодно, которая все проходила и у маммологов. В течение года вырос на рентгеновском снимке. То есть вот эта вещь, естественно, мы должны об этом помнить и рассказывать. У них обычно возраст бывает очень такой молодой, до 45 лет заболевают они. И чаще бывает первичная множественная опухоли правой и левой молочной железы. И характерно, что 80% опухолей таких пациентов бывают трижды негативными, о чем эта речь говорит, да? Это высокий уровень злокачественности. То есть они, к сожалению, живут не очень долго. Хотя будут получать все виды лечения и так далее. Хорошо, что начали проводить иммуногистохимические исследования при раке молочной железы. То есть раньше лечили рак молочной железы по общим стандартам. Гистология определялась и лечили всех по общей схеме. И оказалось, что, оказывается, той или иной женщине не нужна была химиотерапия, не нужна была там, допустим, лучевая терапия, да? И сейчас благодаря этой генетической классификации все четко определяется, вплоть до чувствительности к тому или иному химиопрепарату. Очень коротко расскажу о раке молочных желез и беременности. То есть, к сожалению, тоже такая патология встречается, хотя мы давно не видели. В ваших центрах есть группа пациентов, которые стоят на учете, допустим, в онкологическом диспансере Республики Татарстан есть опыт лечения 150 пациентов с такими заболеваниями. Тоже такие женщины практически у них выявляются на поздней стадии. Вот. И считается, что около 3% все это ассоциировано с беременностью, да, где гормональный всплеск, где гормональная активация происходит. То есть при беременности вообще активизируются все раковые клетки, уважаемые коллеги. Если это не выявленный рак любой локализации, желудок там, или какие-то гормональные локализации, где шейки матки там, и так далее, это все активизируется вдвойне. Об этом мы тоже должны помнить. И до наступления беременности, особенно у возрастных женщин, которые рожают уже, после 40 лет, мы должны обследовать на предмет рака молочных желез хотя бы.
Ну, при лечении рака молочной железы на фоне беременности обсуждаются три концепции. Это сохранение плода. Вот. При этом лечении рака молочной железы откладывается до естественного завершения беременности. Концепция спасения матери – это прекращение беременности, да, и начало лечения рака молочной железы. Рак молочной железы при этом лечится без прерывания беременности, за исключением химиотерапии в первом триместре и лучевой терапии на всем протяжении беременности. Вот. Гормонотерапия не проводится. Разрешение самостоятельным родом невозможно и, естественно, при показании кесарево сечения. Кормление груди нежелательно. И после лечения рака молочных желез нежелательно беременность в течение 5 лет. Сегодня говорят, что рак молочной железы – это молодой рак, то есть, который начал выявлять только, то есть, самый ранний рак, да? То есть поздний рак, да, чем в своем таком понимании исторического такого плана. При выявлении ранних раков на первой-второй стадии проводится пластическая операция, практически женщина даже и психологически не ущемлена, у нее практически грудь сохранена и не нужны дополнительные протезы. Но это условия выявления рака на первой-второй стадии. Вот. Как хорошо, коллеги, когда выявляется на ранней стадии. И нам, всем, и женщине, и экономически, и психологически, в любом плане это положительно. Все мы об этом должны помнить. А что касается рекомендаций по тактике обследования, естественно, просто напомню, что это УЗИ молочных желез, маммография. То есть это две методики, которые добавляют информацию до отзыва, да? Нельзя игнорировать, когда мы смотрели УЗИ молочных желез, что насчет маммографии хочу сказать. Особенно привыкли думать, что маммографию нельзя делать до 40 лет, да? Если мы клинически видим, что молочная железа достаточно мягкая, вот, пальпаторно можно обнаружить, да? Таких женщин в любом возрасте можно направить по клиническим показателям на маммографию. Если что-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь, и мы у таких молодых женщин выявляем рак молочной железы. Ну, при этом проводится еще УЗИ органов брюшной полости и компьютерной томографии. По возможности органов малого таза мы понимаем, что при локализации опухоли молочной железы параллельно может еще синхронная опухоль органов малого таза у женщин. То есть у нас женщины такие тоже есть, у которых параллельно рак шейки матки или тела матки чаще всего, или яичников, и рак молочной железы. Что касается данных по нашей больнице, за 9 месяцев мы выявили 12 случаев рака молочных желез. На первой стадии это одна женщина, на второй стадии 7 человек. То есть на первой и второй стадии мы выявили всего 8 человек. На третьей стадии 3 человека и на четвертой стадии выявили тоже 1 случай. То есть это не по нашей вине. Женщина долго обследовалась, везде была. И при этом так получилось, что опухоль молочной железы не пальпировалась до 4-й стадии. Потом она как-то появилась ближе к подмышечной области, когда уже везде уже были метастазы, представлены в костях и так далее. И из всего выявленного 5 человек мы выявили при диспансеризации, при правосмотре выявлено 2 человека и по обращению выявлено 5. То есть по обращению тоже приходит, когда у женщины у себя пальпируют рак. То есть вот это именно 3-я стадия и 4-я стадия. Возраст заболевших 39-49 это 3 человека, 49-59 3 человека и 59-69 5. И старше 70 лет 1 человек. То есть старше 70 лет рак молочных желез встречается как казуистика. Это все-таки все появляется на гормональном таком фоне. И, к сожалению, есть и умершие от рака молочных желез. В этом году 4 человека. Хорошо, что это намного меньше, чем те годы. Оно уменьшается благодаря нашим совместным усилиям, нашим стараниям. Во время лечения всех остальных заболеваний, во время химиолечения, все они нуждаются в назначении витаминов всех. И витамины, и сосудистые препараты показаны. Противопоказаний нету. Миф о том, что витамин будет способствовать питанию или препараты способствуют питанию раковой опухоли, это неправда. То есть питаем мы все одновременно.
и организм наш, и все остальное. Нет там выделения, чтобы витамины все пошли в раковую опухоль. Такого нету. Плохая тенденция пошла сейчас у нашей молодежи. Что люди идут заниматься в спортзалы и берут с собой кучу препаратов дополнительных, в том числе гормональных, да? Вот. И это, в конце концов, через 10 лет к хорошему не может привести у мужчин и у женщин. Об этом надо говорить тоже со всех трибун. Многие физиолечения человеку нужны. Единственное, то, что, например, при раке молочных желез мы не должны назначать эти физиолечения в область рубцов, молочных желез и подмышечных область лимфоузлов. Все люди, у которых есть выявленный, поставлен диагноз рак любой локализации, в том числе молочных желез, они наблюдаются пожизненно на любой стадии. Дело в том, что почему это так, есть случаи, когда даже первая и вторая стадия рака молочных желез и вообще других остальных локализаций могут дать рецидивирование и прогрессирование через лет 20-25. То есть у нас такие случаи тоже были. То, что когда приходят, нам говорят, снимите меня с учета, это неправильно. Мы им объясняем, рассказываем, что они, чтобы спокойно жили, и пусть приходят вот раз и пообследуются.